С самых первых дней в учебном заведении бывшие абитуриенты активно вовлекаются в профилактические мероприятия. Не исключением стал нынешний учебный год. Будь то месячных правовых знаний, различные игры, КВН, творческие мероприятия, все они направлены на профилактику асоциального поведения студентов, формирование гражданственности и расширение кругозора в области прав и законности. На встрече гости рассказали студентам о вреде сигарет и алкоголя, о том, какие преступления нынче распространены среди подростков и какое наказание за них предусмотрено законом. Какие-либо наркотические средства, если вам предлагают купить, вместе употреблять, необходимо отказаться. Об этих сигналах, тоже об этих происшествиях, тоже необходимо сообщать. Не только, значит, вы можете сообщать сотрудникам вашего техникум работникам, но на улице у нас работает наружная служба по ППСнику, участковые, знаете, наверное, где находится отдел внутренних дел. Необходимо обращаться или позвонить на телефон доверия, об этом сообщать надо. По словам представителей комиссии по делам несовершеннолетних, хищение чужого имущества в прошлом году было особенно актуальным в среде студентов. В этой связи необходимо быть бдительным, принимать меры безопасности для сохранения собственного имущества, не допускать, чтобы банковские карты, куда начисляется стипендия, попадала в чужие руки. Именно за 8 месяцев уже у нас производство уголовных дел находилось и находится в отношении несовершеннолетних, которые совершили преступление, 8 уголовных дел, несовершеннолетними, которые совершены, а в отношении несовершеннолетних 22 уголовных дела. Вот из этого только можно сделать вывод, сколько преступлений совершается в отношении несовершеннолетних, то есть тяжких, особо тяжких. В отношении несовершеннолетних, значит, совершаются какие преступления на нашей территории? Грабежи, разбои, вымогательства, изнасилование в отношении девушек и насильственные действия сексуального характера. Так что в этом вопросе вам необходимо быть более аккуратным. Специалисты комиссии по делам несовершеннолетних заострили внимание на вопросе комендантского часа, что подразумевает запрет подросткам появляться на улице в темное время суток без сопровождения взрослых. Нарушение данного постановления правительства чревато привлечением к административной ответственности. При этом отвечать за своих чад придется уже родителям. Ринат Музафаров, Айгуль Хамитова, Али Кадыров, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.